ученица 10 класса номер 7 школы города Аксай, и тема моего проекта — это я выбираю профессию кардиолога. Я выбрала эту профессию благодаря стихам «Возлюби все человечество, брат мой, и состраданию к человечеству». Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности на планете. Около трети смерти приходится на сердечно-сосудистые заболевания. По оценкам Всемирной организации здравоохранения ежегодно погибает около 17 миллионов 500 тысяч людей. Наиболее распространенными причинами являются ишемическая болезнь сердца и инсульты. История кардиологии, как и история медицины в целом, насчитывается более 1000 лет. С древних времен функционирование сердца и сосудов было загадкой. И ее разгадка шла постепенно и на протяжении многих веков. Понимание важности работы сердца для организма можно найти в папирусах Эверса Древнего Египта 17 века до нашей эры. Начало таинства врача знать путь сердца сосудом ко всем органам, ибо всякий врач, всякий религиозный посох в голосах нет, всякое заклинание, касаясь головы, затылка, рук, ладоней, ног, воздействует на сердце. От него вены направляются к каждому органу. После 12 века, 5 век до нашей эры, житель греческого острова Кос Гиппократ впервые описал строение сердца как мышечного органа. Уже в то время у него сформировалось представление о желудочках сердца и магистральных сосудах. Придя к фактам, я могу сказать, что лучшее количество сна для здорового человека — это 7 часов в сутки. Если вы спите более 9 часов каждый день, риск сердечного приступа и сердечно-сосудистых заболеваний возрастает до 50%. Но еще хуже регулярно спать меньше 5 часов в день. В этом случае риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает вдвое. Женские сердца обычно бьются намного быстрее, чем мужские. Кроме того, вес сердца у женщины 220 грамм, в то время как у мужчины 280 грамм. В организме человека от 4 до 6 литров крови. Через сердце проходит от 7 тысяч до 10 тысяч литров крови в день, что составляет около 3 миллиона 150 тысяч литров в год. Артерия называется так, потому что в древности считалось, что ее задачей является транспортировка воздуха в организме. У мертвых кровь быстро уходила из артерий. Следовательно, оно образовано от латинского слова «эр» и включает в себя артерию. Декстрокардия — это состояние, при котором сердце человека находится слева, а не справа. Иногда бывает два сердца, как у знаменитого итальянца Джузеппе Бенни. Декстрокардия возникает, когда сердечная трубка не развивается должным образом в течение раннего эмбрионального периода беременности. Кто занимается кардиологом? Каковы их обязанности и ответственность? В должностную инструкцию кардиолога входит физикальное обследование пациента, получить подробную информацию об истории болезни и жалобах пациента, а также сдать анализы мочи и крови для диагностики заболевания, а также запросить эхографию и так далее. Информирование как пациента, так и его родственников о определении заболевания, его причине, методике лечения, а также рисках и методиках профилактики. Интерпретация и оценка данных, полученных по результатам осмотра и экспертизы для запроса интервенционных текстов, таких как ангиография и катетеризация сердца. Мониторинг и последующее наблюдение за кардиологическими пациентами, повысить осведомленность общественности для предотвращения сердечных заболеваний, консультации с различными врачами по мере необходимости, а также давать рекомендации пациентам о здоровье, сердечно-сосудистой системе, физических упражнений, диете и многом другом. Кардиологи в наше время — это такая схема Сита, Япония, Прозоров Сергей Анатольевич, Россия, Куатбаев Магомед, Казахстан, а также Ким Георгий, Южная Корея и так далее. Кардиолог несет ответственность за жизнь каждого пациента, поэтому он должен обладать следующими качествами. Это ответственность, внимательность, отношение, убедительность, развитие эмпатии, воспитанность, знание обязанностей, принципиальность, а также грамотная речь, чувство справедливости, активность и самообладание. Плюсы и минусы профессии. Придя к плюсам, можно сказать, что кардиолог — это востребованная профессия, поэтому найти работу несложно. Возможно смена медицинской специализации путем прохождения курсов профессиональной преподготовки. Возможность заниматься научной и практической работой, новых диагностических приборов и лекарств. Хорошие условия труда, нет риска заражения инфекционными коммуникативными заболеваниями, а также специальность предусматривает карьерный рост.
К минусам можно сказать, что кардиологи, работающие в государственных больницах, получают низкие зарплаты. На сайте зарегистрировано много пациентов, каждый из них требует внимания. Ответственность за врачебные ошибки, а также не все пациенты прислушиваются к рекомендациям врача. Это может привести к плохим последствиям. Чтобы стать кардиологом, необходимо поступить в такие медицинские вузы, как Казахстанский национальный медицинский университет имени Асфендиярова, Астанинский медицинский университет, Карагандинский государственный медицинский университет, Южно-Казахстанская медицинская академия, Семейский государственный медицинский университет, Казахстанско-российский медицинский университет, Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Оспанова, Гарвардский университет Соединенных Штатов Америки, университет Дюка Соединенных Штатов Америки, Колумбийский университет США, Нью-Йорк, также университет Торонто и Стэнфордский университет. Стоит ли работать кардиологом? В этом вопросе можно уделить время зарплате. Зарплаты кардиологов в США очень высокие, поэтому самый высокооплачиваемый кардиолог в мире лидирует в США. Так что стать кардиологом тоже стоит из-за зарплаты. В нашей стране зарплата кардиологов выше, чем у других врачей. Врачи – самая уважаемая профессия не только в США, но и во всем мире. Врачей каждый день необходимо, согласно исследованию, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 17,9 миллионов человек, что составляет примерно одну из смертей в мире, 32%. Также можно сказать, что кардиологи спасают жизни. Для кардиологов важно спасать жизни, поэтому они имеют дело с заболеваниями, которые угрожают одному из самых важных органов тела – сердцу. К заключению можно сказать, что к врачам спрос всегда велик, но к кардиологам он велик по-особенному. Кардиологи заняты проблемами с сердцем и решением этих проблем. И любое заболевание сердца всегда признается опасным для жизни состоянием, требующим немедленной медицинской помощи. Эти врачи специализируются на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из причин, по которой так много людей выбирают кардиологию, является острая потребность в кардиологии во всем мире, которая вряд ли изменится в ближайшее время. Также можно сказать, что ожидается, что через 20 лет спрос кардиологических услуг в таких странах, как США, вырастет на 25%. Спасибо за внимание.